Заявки для участия во Всероссийском форуме классных руководителей всей нашей страны подали больше 60 тысяч педагогов. И только 1300 дошли до финала конкурса. Среди них участники из нашей республики – это 6 классных руководителей. Своим профессионализмом они доказали, что достойно воспитывают подрастающее поколение. Она очень красивая, очень добрая, очень хорошо преподает нам. А еще идейная и талантливая. Каждое дополнительное занятие у 5 Б превращается в настоящий квест. Фатима Женива по праву один из самых классных педагогов страны. В своей работе она всегда стремится соединить любовь к делу и ученикам, быть открытой для родителей, поддерживать и помогать в любых ситуациях. А главное – говорить с ребятами о важном. Наша внеурочная деятельность, это, конечно, начинается с каждого понедельника. У нас поднятие государственного флага, гимн. Мы поем гимн России и идем дальше на разговор о важном. И разговор о важном, вот последний урок, который запомнился нашим деткам, это был урок о космосе. И, конечно, они знали больше, чем я, и практически на уроке я мало говорила, потому что они больше знали о планетах, о строении Солнечной системы и все, что связано с космосом. А дальше непосредственно работа уже в классе. Фатима учителем истории и обществознания работает почти 16 лет. Для нее стала неожиданностью победа во Всероссийском форуме классных руководителей. Задания были сложными. Это психологические кейсы, разбор ситуаций в классах и не только. Я лично, например, потратила на решение этих кейсов около 5 часов. Было очень сложно. Затем нужно было снять видеовизитку, рассказать о своей работе и ответить на самый главный вопрос. Почему именно я должна стать очным участником Всероссийского форума? И нужно было уложиться в этой видеовизитке в течение 3 минут. Это вот 3 минуты рассказать о себе и ответить на вопрос. И затем уже к концу августа нам объявили уже итоги. И по итогам оказалось, что вот я прошла на очный форум, и из нашей республики еще несколько человек. Второй Всероссийский форум классных руководителей в этом году объединил наставников по всей стране. Участницам из нашей республики удалось пройти 3 сложнейших этапа и стать одним из лучших среди педагогов. На одной площадке классные руководители обменивались опытом, рассказывали о своих принципах и методиках работы. Целью форума является создание целого профессионального сообщества классных руководителей. Еще одним победителем конкурса стала Лейла Базуркина, учитель русского языка и литературы, а также классный руководитель выпускного класса. Для педагога участие и победа в форуме – самое главное достижение в профессии. Было очень приятно. Я уже сказала, что я не ожидала, что я пройду, потому что конкурс был очень большой. Там было 63 тысячи человек участвовали. И после каждого этапа люди отсеивались. Организация была очень хорошая. Мне показалось самым интересным то, что я познакомилась с очень разными людьми. То есть там участвовали учителя с 89 регионов России. И все эти учителя, они были классными руководителями, и с ними общаться было очень интересно. Мы принимали участие в дискуссиях, мы принимали участие в каких-то беседах, в спорах даже. Ходили на лекции разные. Они организовали какие-то площадки, и вот мы слушали мнение других людей. Стаж работы Лейлы Базуркиной больше 25 лет. Под своим руководством она выпустила во взрослую жизнь уже 4 класса. За каждого ребенка чувствует личную ответственность. Классное руководство, 10 класс, это уже почти взрослые дети, это выпускники. И здесь, конечно же, проблемы есть с каждым классом. Но с выпускниками проблем немного больше, потому что это плюс подготовка к ЕГЭ. Подготовка к ЕГЭ, просто получение знаний – это только половина ЕГЭ. Правила поведения на ЕГЭ. То есть вот это вот достижение какого-то высокого уровня. Ребята сами по себе, класс очень сильный, и они очень веселые ребята, вы, наверное, уже заметили. Но это не значит, что они не учатся. Учатся они очень хорошо, и, в принципе, с 10 класса уже начали готовиться к этому экзамену. Во Всероссийском форуме классных руководителей участники были разделены на группы, боролись за победу и кураторы. Ингушетию представляла Мария Мурзабекова, мастер производственного обучения Ингушского политехнического колледжа. В профессии она больше 17 лет. Сначала первый этап был зарегистрироваться, второй этап был анкета. 3-й этап – тестирование. А в этом тестировании каждому, как билеты, по несколько вопросов, по 50.
Достаточно большие вопросы были, достаточно интересные, на психологическом уровне были вопросы. Шла шаг за шагом, ступенька за ступенькой и вышла до конца. Мария Мурзабекова имеет множество наград и грамот. В своем деле она настоящий профессионал. В мастерской она создает уникальные тематические костюмы и платья. У меня коллекция вот этих платьев, платье герб, Республика Ингушетия в национальном стиле, платье в национальном стиле Магаз, где у меня платье солнце и орел, платье орел, платье горы, платье башня. Я решила вот такие платья шить эксклюзивные и сама придумывала фасоны и решила шить для нашего колледжа. Потому что каждый год у нас в колледже есть традиция, где мы выставляем костюмы народов мира. Ингурские педагоги доказали всей России свой профессионализм. Право просвещать они заслужили не только талантом, но и трудом. Будущее подрастающего поколения в надежных руках. Лина Сычоева, Ахмед Горбаков. Новости 24.